Я бы мечтал, чтобы запомнили просто порядочным человеком в первую очередь. Совсем недавно прошла пресс-конференция кандидата в президенты Казахстанской Федерации футбола Давида Лори, где он говорил о своей предвыборной программе и о том, как он будет работать в качестве президента Казахстанской Федерации футбола. В частности, он говорил о том, что будет привлекать спонсорские средства в Федерацию футбола. Однако на вопрос, как он это будет делать, ответа получено не было. У Лори есть большой опыт давать обещания, но не выполнять их. В недалеком прошлом, будучи одним из руководителей футбольного клуба «Астана», он ездил в поездку в Катар, где он обещал провести переговоры по привлечению инвестиций в футбольный клуб «Астана». Как он претворил в жизнь свои планы, мы расскажем на одном небольшом примере. В период с 2019 по 2021 год Давид Лори заключил несколько договоров о спонсорской помощи. В частности, 30 апреля 2021 года был заключен контракт номер 737 от 30.04.2021 года с ООО «Технология спорта», аффилированная компания СТО «Сила Централ Азия», руководитель ООО «Технология спорта» является родным племянником партнера ТО «Сила Централ Азия» Уранхаева, которая фактически выступила посредником между ТО «Дако Моторс», официальный дистрибьютор автошин Йокохама, и клубом. По условиям контракта, оплата за рекламу произведена не денежными средствами, а путем предоставления клубу БУ автобуса марки Hyundai Universe. Автобус был в ненадлежащем техническом состоянии и требовал капитального ремонта. При этом документы по договору Давид Лори подписывались 3 раза. В одном указана сумма оплаты в размере 30 миллионов тенге, в другом 50 миллионов тенге, а в третьем договоре сумма договора не указана и оформлена как благотворительность. Вступив в сговор с ООО «Технология спорта» и заключив сделку на невыгодных для клуба условиях, Лори Давид причинил материальный ущерб клубу. Рыночная стоимость данного договора может составлять от 50 до 100 миллионов тенге, учитывая ранее заключенные договора. Стоимость же подобного автобуса на сайте колеса КЗ составляет порядка 15-25 миллионов тенге. Ущерб клуба посчитать нетрудно. Возникает вопрос, почему нельзя было заключить договор напрямую с ТО «Дако Моторс», официальный дистрибьютор автошин Йокохама, минуя компанию-посредника? Каким образом вместо спонсорских средств был получен автобус Hyundai Universe, учитывая, что в клубе уже было 3 автобуса? Как могли принять автобус, который требует капитального ремонта? Да нет, я ни о чем не жалею. Те все ошибки, которые я совершил их я. А вот и тот самый приказ Лори от 22 июня 2021 года. В нем прекрасно все. Первым пунктом он увеличил Гурману-младшему и так незаслуженно большой оклад – 4,1 миллиона тенге до 6 миллионов тенге, то есть на 1,9 миллионов тенге. Именно таким был оклад уволенного в этот период Гурмана-старшего, за какие достижения Лори увеличил на 46% оклад игрока глубокого запаса, не ротации. Только в коррупционных целях. По сути, Лори отдал Гурману-младшему зарплату его папаши. К тому же продлил договор с Гурманом-младшим еще на год. По пункту 2. Лори немедленно убрал из молодежки, работавшего много лет, Кирилла Котова. И тут же притащил на его место друга Али Алиева, повысив должностной оклад главного тренера молодежки на 82%. Пригласив Али Алиева, я точно угадал. Более того, юрист при юрконторе Уранхаева, Лори подписал контракт с Алиевым не до конца сезона, а на календарный год до июня 2022 года. Только очень бестолковый руководитель может подписать контракт с тренером не до конца сезона.
21 или 22 года, неважно. При том, что регламент ФИФА прямо требует заключать контракты с футболистами и тренерами до конца сезона. Из всех кандидатов в президенты Казахстанской Федерации футбола только Лория открыто отстаивает безумные агентские и подъемные выплаты под байки о том, что каждый футболист якобы корпорация, хотя для преступных целей ОПГ термин «картель» немного точнее. Вы должны понимать, что каждый футболист – это корпорация. То есть это не он сам по себе уже, то есть это более-менее достойный футболист, даже если честно, и молодые футболисты, у них есть родители, которые представляют интересы. А у каждого футболиста, особенно которые приезжают в Казахстан, у них даже не один агент, у них несколько агентов. Посмотрите, какие зарплаты подъемные и агентские ОПГ Уранхаева бессовестно выписывала уже после того, как президент Токаев потребовал сократить бюджетные затраты на содержание профессиональных клубов и повысить эффективность их работы. Большинство агентских в таблице – притворные сделки, иными словами, хищение средств Астаны. Статья 189, часть 4, пункт 2 УК РК от 8 до 12 лет с конфискацией имущества. Кто еще считает ОПГ Уранхаева в лице тандема Лория Смаков мессией казахстанского футбола и будет за них голосовать? Все так говорят. Меня все просят, чтобы я вот... Запись идет? Да, запись идет. Да, вот запись идет. Мне все говорят, когда смотрят... Подождите. Что с пальцем?